День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вначале коротко о темах выпуска. Спустя больше полувека в поселке Сангар открыли новый аэропорт. Воздушная гавань может пропускать до 35 пассажиров в час. В Якутию пришли экстремально высокие температуры. Расскажем, как не стать жертвой летнего зноя. Священные обряды кумысопития и Большое Сохо и торжественное открытие цеха Лунхо состоялось в Аймыконском районе. Спустя больше полувека в поселке Сангар был построен новый аэропорт. Глава Якутии открыл новый аэропорт в поселке Сангар, районном центре Кабяйского района. Аэропорт построен в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Возведен новый аэровокзал на 35 пассажиров в час. Контрольно-пропускной пункт, ограждение, патрульная дорога и другая сопутствующая инфраструктура. Новый аэровокзал имеет 3 этажа, здесь есть все удобства. Просторные залы ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения. Комната матери и ребенка и медпункт. В Тампонском районе с опережением графика ввели мост через реку Менкюле. 30 июня в Тампонском районе республики на региональной автомобильной дороге Яна с опережением на 4 месяца ввели мостовой переход через реку Менкюле. Старый мост был признан аварийным еще в 2015 году и имел ограниченную грузоподъемность. Это значимое событие не только для Тампонского района, но и для всего северо-востока России. Мостовой переход находится на дороге между Хандыгой и Тополиным. Далее по автозимникам осуществляется северный завоз в Верхоянский, Устьянский и Булунский районы. Который сегодня построен, крайне важен для транспортной связности не только Тампонского района, но и других наших северных районов. Дальше идет и Верхоянский район, и Устьянский район, и, конечно, обеспечение транспортной доступности, транспортной связности огромных территорий, сотен тысяч квадратных километров невозможно без строительства дорог, без строительства мостов. И вот благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря решению президента, правительства страны, сейчас у регионов появилась возможность строить мосты. В Якутии это 48-й мост, введенный за последние 5 лет. В Якутске в очередной раз прошел форум про ДФО. В программу мероприятия в этот раз вошли тренинги и семинары патриотической направленности, а также мастер-классы по спецоперации. Марфелина Алексеева расскажет подробности. Слушатели форума – это представители СМИ, общественности, сотрудники сфер образования, культуры и муниципальных органов власти. Задача мероприятия – объединение всех жителей Дальневосточного федерального округа для победы и патриотического воспитания. И чтобы достичь эту цель, важно правильно и достоверно рассказывать населению о происходящем в зоне СВО. Среди приглашенных гостей военный корреспондент Георгий Мамсуров. Он рассказал о том, как важно различать достоверную информацию от ложной. Информация должна быть персонализирована. Если человек от своего имени дает эту информацию, значит, он своим именем за эту информацию как минимум отвечает. Любые новости, которые начинаются с фразы «наши источники сказали», по данным наших источников, к ним, конечно, всем повышенное внимание сразу же, потому что убирается вот эта грань персональной ответственности. А человек, который вам 1, 2, 3, 4, 5 раз сообщит неправильную информацию, на 6-й вы просто перестанете ему доверять. Также участникам был представлен документальный фильм о военнослужащих из Якутии, который сейчас служит в зоне СВО. Такое в рамках форума впервые. Благодаря определенным нашим контактам на фронте мы смогли возможность получить, записывать ваших бойцов от вашего региона, куда мы едем, вот, чтобы они могли пообщаться, рассказать о том, чем они живут, чем они болеют, что для них важно и какая помощь им необходима. Поэтому здесь мы это сделали впервые. Я думаю, в дальнейшем мы будем делать точно такие же вставки в каждый наш патриотический форум. Видео от земляков, правдивые слова и эмоции из места событий дают понять глубже значимость происходящего и необходимость в поддержке. Это же отметил глава республики Айсен Николаев. Он также принял участие в форуме. Многие наши воины сейчас награждены орденом мужества. Уверен, мы все сделаем, чтобы как можно скорее победа к нам пришла. Мы в победе не сомневаемся. Ребята на месте там точно все, просто говорят, мы все равно их всех добьем. Вот. Главное, чтобы вы там не подкачали уже внутри страны. Да?
мы внутри страны точно не подкачаем. Якутия была, есть и будет таким крепким тылом нашего государства. Форум продолжится до 28 июня. Перед участниками выступят около 10 федеральных экспертов. Пройдут практикумы, интерактивные занятия и мастер-классы. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Криогенные процессы Центральной Якутии в последние годы все больше и больше волнуют сообщество ученых. Современные ученые-мерзлотоведы проводят все возможные изыскания на территории нашей необъятной республики, пытаясь объяснить явление вечной мерзлоты. Почему важна эта тема для нашего региона и с какой целью ученые из года в год продолжают проводить геокриологические исследования, знает Надежда Саханская. Доступным языком объяснить, как устроена и почему важна многолетняя мерзлота – вот основная цель современных ученых-мерзлотоведов. В Якутске стартовал 7-й Всероссийский научный молодежный геокриологический форум. В рамках трехдневной конференции запланированы доклады не только отечественных исследователей, но и ученых из стран СНГ. Каждый год форума задает тренд на тематику научно-исследовательских работ. Много докладов по изменению климата, допустим, как он влияет на мерзлоту, при изменении мерзлотных условий, как в совокупности вот этих всех факторов, как влияет на инженерные сооружения. Например, 203-й микрорайон в Якутске вызывает большой интерес в изучении климата. Жилые дома и постройки, расположенные в этой территории города, возведены таким образом, что здесь возможно строительство домов на основе стеклопластиковых опор. Стеклопластиковые опоры не корродируют. Производство, конечно, как и любое производство, имеет свои особенности, но отвечает требованиям экологической безопасности. Впрочем, такие перспективные изыскания у многих коллег в научном сообществе вызывают сомнения. Как можно оценить динамику мерзлоты по 140 точкам, там еще примерно 50% в одних и тех же ландшафтах, не учитывая крупных городов? Помимо очных докладов, на которых разгораются самые жаркие нешуточные споры, в коридорах Института мерзлотоведения также представлена и постерная сессия. Это доклады, собранные не только со всей страны, но и ученых стран зарубежья, которые также рассказывают о изучении мерзлотоведения. После докладов уже в начале июля ученые отправятся в полевые условия, где путем эвристического и эмпирического методов они будут изучать изменения климата, вести динамику мерзлоты на местах, а также проведут обширное исследование, связанное с образованием булгуняхов в нашей республике. И представьте себе, всех этих масштабных исследований могло вовсе не состояться, если бы не шахта Шергина. Расположенная на территории Якутска, она дала начало изучению криолитозоны на территории нашего региона. Здесь было доказано существование вечной, уже многолетней мерзлоты, которая имеет огромное значение для нашей республики. Надежда Саханская, Семен Афанасьев, Якутск. Стать программистом с нуля. Такая возможность скоро появится у любого жителя республики. В сентябре в Якутске откроется кампус нового учебного заведения «Школа-21», где будут готовить специалистов в IT-сфере. Причем бесплатно, без ограничений по возрасту и за короткий срок. Школа – инициатива Сбербанка, и подобные кампусы уже успешно работают в разных городах России. Как стать студентом и по какой системе ведется обучение, узнаем из материала Максима Кардозу. Обрести новую востребованную профессию, причем абсолютно бесплатно, такую возможность дает «Школа-21», которая готовит IT-специалистов. Новый кампус этого учебного заведения скоро откроется и в Якутске. Сегодня мы уже открыли прием заявок на школу, уже 400 заявок пришло. То есть, в принципе, обучение в течение, в зависимости от способностей, от 1,5 до 2 лет занимает. И все, кто закончил школу, трудоустраиваются. Там 32 профессии. То есть это в первую очередь программирование, там Python, Java, там C, C-Sharp, C++. Но помимо этого есть такие направления, модные сейчас, это Data Science, Data аналитика. Мы собираемся там обучать учителей информатики, всех желающих. То есть кто хочет из районов республики, из других городов республики приезжать в Якутск. Стать студентом может любой, ограничений по возрасту нет. Не нужна даже специализированная подготовка в математике или программировании. Нужно лишь пройти несколько испытаний.
Первое – надо выполнить задание на сайте школы. Все зависит только от вас. И само обучение тоже самостоятельное. Здесь нет учителей, лекций, оценок. Правда, на помощь приходит поддержка однокурсников. Peer-to-peer – это равный равному. Ты в одном лице совмещаешь роль и ученика, и учителя. Вы учитесь друг у друга. То есть вот это правило «спроси пера слева, пера справа», «загугли». Полностью самостоятельное обучение. Ответственность за дедлайн тоже полностью на тебе. Если групповой проект, ответственность перед твоими сокомандниками. И это действительно закаляет. Подобные кампусы открыты не только в Москве. Стать профи в IT-сфере бесплатно можно в Казани, Сургуте, Новосибирске, а с сентября и в Якутске. Я вначале, честно сказать, очень испытывал некоторые сомнения на тему того, что, в общем, не очень большой город статистически, и кажется, что будет сложно обеспечить соответствующий спрос на кадры последующие. Но потом я чуть углубился в тему, увидел, какие замечательные стартапы у вас, увидел, какие замечательные компании-единороги рождаются родились в Якутске и развиваются. И прилетел, специально посмотрел на IT-парк, посмотрел на то, какие компании, поспрашивал, какой спрос на кадры в них есть, и стало понятно, что школа точно будет, точнее, не то, что даже школа, а люди, которые проходят в ней обучение, безусловно, будут пользоваться интересом со стороны местных работодателей. Школа работает без выходных. Каждый студент может прийти в любое время и начать занятия. Причем сам учащийся решает, когда будет сдавать экзамены. Пересдача тоже не проблема. Главное, чтобы сам студент до конца освоил материал. Подгонять вас никто не будет. Так что решайте, готовы ли вы сменить профессию. Ведь такая возможность у якутян появится уже совсем скоро. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. На этой неделе Якутию накрыла сильная жара, грозы и местами даже дожди. При этом жарче всего в северных районах. Там местами доходило до плюс 35 градусов. О том, как не стать жертвой летнего зноя, расскажет Петр Лукин. Приход жары может доставлять радость для любителей тепла и солнца, но для других же станет испытанием. Особенно, если не подготовиться к перегреву и обезвоживанию организма. Многие, чтобы избежать неприятностей, предпочитают оставаться дома, искать прохладу в магазинах или крупных торговых центрах. Холодный напиток покупаем. Это помогает. Сидеть в тенге, носить шапку. Не помогает. Ношу маленький вентилятор, бутылочка воды и в пакетике мокрая тряпочка. Обтираюсь. Сидим в тени, спасаемся от солнца, жарко ребенку. Организм, я ничего не делаю, организм сам охлаждается. В тени сижу, мороженое ем. Жара часто приводит к обострению хронических заболеваний, понижению иммунной системы и высыханию слизистых оболочек. Поэтому в жаркую погоду особенно важно следить за своим здоровьем и принимать меры профилактики. На фоне жары вязкость крови увеличивается, сосудистые стенки теряют свой тонус. Человеческому организму не хватает кислорода, и у молодых людей в жару артериальное давление может снижаться. У лиц, страдающих повышением артериального давления, наоборот, во время жары организм начинает терять много жидкости, после чего кровь густеет и повышается артериальное давление, что грозит развитием инсультов или инфаркта. Для предотвращения негативных последствий жары рекомендуется соблюдать простые меры профилактики. Это включает ограничение времени пребывания на улице, снижение физических нагрузок до минимума, проветривание помещений, использование вентилятора или кондиционера. Также при выходе на улицу следует носить легкую одежду светлых тонов и применять солнцезащитные средства. Петр Лукин, Георгий Григорьев, Якутск. Качество и безопасность фруктов и ягод на прилавках магазинов сегодня под тщательным контролем сотрудников Россельхознадзора. Инспекторы исследуют продукцию местных производителей и ту, которую завезли. Заметно выросло и выращивание внутри республики, а также увеличение объемов поступления фруктов и овощей из Казахстана. Подробности далее.
персики, черешни, виноград и арбузы. Летний сезон предлагает долгожданные гастрономические изыски. Наша съемочная группа съездила на крестьянский рынок, чтобы узнать отношение горожан на цены и качество фруктов и овощей, продаваемых в городе. Ценам, смотря на что. Есть что-то очень дорогое, что-то есть намного дешевле, чем в магазинах. Бывает и картошка 150, там 130, да, нам не по нашему пенсионерам, не по карману. Все равно маленько можно взять в магазинах подешевле. В летнее время всегда пытаюсь здесь покупать на Крестьянской, потому что я тут близко рядом живу. Прихожу один день, затариваюсь на неделю. Когда уже местная продукция уже будет, уже снизятся цены. В прошлом году то же самое было, можно нормальные цены купить там мясные овощи. В республику фрукты и овощи завозятся из других субъектов России, а также по железной дороге напрямую из Казахстана и Кыргызстана. Ягоды, как клубника, земляника и малина, в основном поступают из Приморского края. А также в последние годы наши предприниматели начали активно заниматься выращиванием и реализацией внутри республики. Продукция, картошка наша местная, напская, и свекла. Остальное все привозное. Цены аренды, в смысле, аренда очень дорогая, и все это входит в цену. По результатам экспертизы Управления Россельхознадзора по Якутии привозные партии овощей и фруктов контролируются, карантинные объекты не выявлены. В результате контроля завозимой продукции наблюдается заметное увеличение объемов поступления арбузов, дынь, репчатого лука напрямую из Казахстана. К примеру, в прошлом году поступило 55 вагонов лука репчатого, что составляет 3500 тонн, и арбузов около 22 тонн. В этом году первая партия арбузов прибыла из Республики Киргизия. Все партии проконтролированы, отобранные образцы проб направлены в лабораторию ФГБУ «Иркутская межобластная лаборатория». По заключениям экспертизы карантинные объекты не выявлены, и продукция выпущена в свободную реализацию по республике. В случае обнаружения насекомых или признаков, указывающих на заражение и засорение продукции растительного происхождения, то необходимо обратиться в отдел надзора в области карантина и качества зерна для незамедлительного реагирования. Лена Андреева, Джулсан Иннокентьев, Якутск. В столице открылся фирменный магазин «Саюри», в который будут каждый день привозить овощи и зелень, выращенные в соответствии со всеми стандартами. Тему продолжит Мария Кардашевская. Огурцы, помидоры, перец, зелень и даже клубника 3 разных сортов. Все это теперь на прилавках первого собственного магазина «Саюри» в городе Якутске. Овощи все наши, местные, «Саюри». Также цены такие же абсолютно, как у нас в Сардахе, на самой территории теплиц. И сейчас будет здесь в фирменном магазине. Наши овощи выращены натурально, по всем ГОСТам, по всем стандартам. Мы заботимся о том, чтобы наши овощи всегда были свежие, полезные и доступные. Торжественное открытие магазина посетила идейный вдохновитель проекта «Саюри» Людмила Николаева. Она выразила благодарность всей команде, которая стояла у истоков проекта, и тем, кто продолжает заниматься этим детищем. Было огромное желание, чтобы наше население нашей республики употребляло здоровые, качественные продукты. Основа этой инициативы, она лежала из этого огромного желания сделать что-то такое, во что мало, может быть, на тот момент кто-то верил. Да? И, по сути, наш проект на 3 гектарах – это крупнейший проект на всей арктической территории нашей страны. Еще пока в Арктике еще нет подобного рода проекта. Прилавки магазина будут пополняться ежедневно, но на этом производители планируют не останавливаться и совсем скоро обещают горожанам приятные сюрпризы. Купить свежие овощи по исходным ценам производителя можно в креативном кластере «Квартал труда». Мария Кардашевская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сила в единстве и мастерство в ногах. Представители Московской академии «Спартак» посетили закрытие летнего интенсива якутской футбольной школы «Спартак Юниор», которая является частью масштабного проекта по профессиональной подготовке футболистов. Чем отметился этот сезон обучения, знают наши коллеги. Стать футболистом легендарного клуба «Спартак» мечтает каждый мальчик. А с появлением в якутске школы «Спартак Юниор» у каждого появилась такая возможность. Артему Игнаткину 6 лет. Он занимается в школе всего 1 год, но уже успел побывать в Сочи со своей командой в крупном юношеском турнире АМС Спорт. Здесь он забил первый гол и принес своей команде победу. Мне нравится в футболе бегать, тренироваться, играть в футбол и так далее. Хотел я
хотел подзабивать голы, побегать. И вот я тренируюсь, чтобы стать футболистом. Я наконец-то стал футболистом сильным. Якутский «Спартак Юниор» – первая партнерская школа на Дальнем Востоке. В ней обучается около 200 детей. Здесь начальная подготовка начинается уже с 4 лет. На базе стадиона «Юность» прошел футбольный интенсив в формате дневного лагеря. Мы углубленно постарались дать именно те основы футбола, которые им там пригодятся в будущем. Мы очень надеемся, что ребятам все понравилось. И таким образом те полученные навыки обязательно пригодятся для ребят в будущем. Мы посмотрели от и до весь процесс тренировочный детей, там отметили для себя моменты из тренировок, а также отметили для себя там ряд футболистов, которых будем рекомендовать в последующем для прохождения стажировок уже в стенах Академии в Москве. На закрытии интенсива были приглашены гости из московского «Спартака», которые занимаются отбором перспективных спортсменов. У нас есть план, график соревнований, составленный заранее, по которым мы планируем свои командировки. Это как Москва, Московская область, так и регионы России. К нам приезжают и дети на просмотр, которых мы смотрим в наших группах, смотрим их потенциал. К нам приезжает тренерский состав. Мы делимся, мы открыты. Рассказываем про наши методики, про то, как мы общаемся с детьми, какие упражнения, какие методы и способы мы применяем для того, чтобы ребята развивались и становились спортсменами-профессионалами. Юных футболистов из Якутии мы очень хорошо знаем, потому что, как я говорил, они приезжают к нам и проходили недельные стажировки. Это живые, хорошие ребята, которые получают удовольствие от футбола, которые хотят заниматься футболом. Они видят цель, они знают, чего они хотят. И я считаю, что обязательно, рано или поздно, якутские ребята окажутся в Москве и, в частности, в московском «Спартаке». У Академии «Спартак» обширно развита партнерская программа. Более 150 школ в Москве. Данный проект планирует свое дальнейшее развитие. Он дает возможность детям с разных регионов страны попасть в профессиональный спорт. Ведь важно приобщить детей с ранних лет к спорту и к здоровому образу жизни. Алиса Яковлева, Мария Кардашевская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Официально дали старт празднованию 16-го СХ Олонхо в Ямиконском районе. С самого утра на месте праздника в селе Тамтор встречают гостей. С открытием праздника поздравил и глава региона Айсен Николаев. Зрителям показали театрализованное представление по эпическим и фольклорным мотивам, в основу которого легло сказание о богатыре из Ямиконского района. Режиссером постановки стал Андрей Борисов. Ну а красочной церемонии открытия предшествовал обряд белой благодати и обряд благословения Алгыс. Келе bağlı toyan, kuyar kürüyor kadın. Inak suyu törde, mağam kay toyan. Alamılaksan katun, uygulak sayım mükelen. Uygu bu yang ığınan. Yerköy! Keskil kehiler, tölkötör güler, eceni yersi kadın, eskey tıysana, eğerdenen erkinne, köye kal nuskal! Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.